Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Михаил Эверстов и Мария Сунхалырова. У меня сегодня в гостях Николаева Дилара, руководитель проекта для женщин «Кнаттан», Дичковская Тамарико, куратор социальных проектов, победивший в конкурсе Фонда президентских грантов, юрист. Антонова Анастасия, юрист по гражданско-правовым отношениям. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, радиослушатели, сегодня мы будем говорить о домашнем насилии. Будем говорить о проекте, который объединил якутян «Ты не одна, с тобой Якутия». В Якутии статистика по проблеме домашнего насилия не ведется, но организацией вашей был проведен опрос, где 60% женщин ответили, что они сталкивались с домашним насилием, и 134 ребенка, они прям видели, да? Да, становились свидетелями актов. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее вот про этот опрос. Этот опрос у нас был организован 2 месяца назад, да, для того, чтобы участвовать в конкурсах Фонда президентских грантов, чтобы показать, что есть проблема. Ну, вообще, чтобы показать, что есть проблема. Она действительно существует. И приняли участие 500 респондентов, да, на сегодняшний день. И действительно, да, 60% ответили, что физическое насилие было в отношениях. Большинство женщин состоят в браке. И дети становились не только свидетелями, но и такими же жертвами, как и женщины. Наша помощь именно направлена для женщин, так как женщины все-таки отвечают за детей тоже, да. И вот на сегодня такой опрос ведется, продолжается до сих пор. А вы к какому проекту готовитесь через фонд президентских? Мы, непосредственно социальный проект «Ты не одна, с тобой Якутия». Мы уже подали заявку для участия в этом конкурсе. И этот проект направлен на оказание психологической помощи для женщин, юридической помощи для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. И также мы подали на то, чтобы открыть свое убежище для таких пострадавших. То есть, получается, в рамках этого участия в гранте, да, то есть мы хотели бы открыть такое убежище именно. То есть сейчас на данный момент оно существует, но от другой организации, и у нас немножко... Убежище – это нормальное явление в Центральной России, да, а у нас на Дальнем Востоке вообще нет таких организаций, которые занимаются именно помощью в таких ситуациях. Вот некуда убежать женщине, если случилась такая ситуация. Если вот прямо срочно куда-то нужно уходить, убежища или каких-то вот домов, да, куда можно скрыться, уйти, не существует на Дальнем Востоке. А вот, допустим, вы уже этот свой проект подготовили, все в убежище, и по вашему проекту он, вот, допустим, да, женщине вот сейчас можно сбежать из ситуации прям критической, она убегает, прибегает к вам за помощью. Сколько она там может находиться? Мы прописали бесплатное проживание до 3 месяцев. До 3. Да, прям, до 3 с детьми. С детьми, да. Но срок может быть пролонгирован, если есть такая необходимость. На сегодняшний день есть убежище в Якутске, если что, это проект «Дети Азии». Но там как-то вот то принимает, то не принимает. Зависит, видимо, от наполненности, да. Там тоже довольно популярно. Адрес никому не сообщается, но по телефону мы, бывает, с ними тоже договариваемся, что наши девушки, которые к нам обращаются, они могут там проживать какое-то время. Дилара, расскажи про свой проект «Кнаттан». Вот сейчас про проекты поговорим. «Кнаттан» — это, получается, подпроект «С тобой Якутия». Мы с Томой познакомились вот как раз, когда я стала волонтером в их проекте. Они в запрещенной грамме кинули заявку, что они ищут волонтеров. Я там кинула, и я с подружкой, получается, с Варей Темпл, наверное, знаете, у нее тоже своя школа, решили организовать встречу для девушек. Эта встреча была направлена на то, чтобы психологически помочь им. С психологом пригласили Наташу Заблоцкую и показать самооборону.
Ну, Варя, она сама тхэквондистка, и она хотела Чемпионка. показать, чемпионка, да, мастер-класс по тхэквондо. И вот мы организовали, но там, к сожалению, только 2 подошли в тот момент. Но все равно вот 2 девушек, я считаю, что мы что-то как-то помогли. Сделан. Да, первый шаг был сделан. Потом мы встретились на другой встрече, и там у нас была, родилась идея такая, что как-то нужно помочь девушкам. И у меня есть очень много знакомых предпринимательниц, женщин. Я подумала, что было бы круто, если мы объединимся и поможем им создать свой бизнес-проект, такой курс создать. Я быстренько написала всем, девушки согласились. Мы быстренько подготовили программу, кинули заявку. И на заявке нам ответили 32 участника, девушек. Мы всех пригласили. На данный момент у нас в группе состоит 27. Нас, экспертов, можно так сказать, 8. Среди них и налоговый эксперт, финансовый эксперт, налог. Да, вообще по всем направлениям мы взяли. И курс у нас длится 3 месяца. Сейчас уже 1 месяц мы закончили, уже ко 2 месяцу. И после окончания этого курса одна девушка получит грант в виде денег для старта своего проекта, бизнеса. Этот проект абсолютно бесплатный. И мы там не показываем лица девушек, мы на этом, как это модное слово, не хайпимся, да. Но мы реально помогаем. И вот действительно по ходу дела те, кто поняли, что это действительно нужный проект, они прям вот стабильно сейчас ходят 15-17 девушек. Они вот выполняют домашние задания. Каждую неделю встречаемся. Очень много отзывов получаем. Но вот действительно искренние отзывы, которые вот что мы действительно им помогли. И уже по ходу дела мы видим результаты, что кто-то поменялся, кто-то уже начинает жить по-другому. Это очень действительно окрыляет. Наш же проект называется «Канаттан». Это из перевода «окрыляйся». И вот поэтому мы очень рады, что мы помогаем этому проекту с тобой, Якутия. В будущем еще есть планы разные. И расширяться, и, возможно, по-другому пойти. И вот, честно сказать, мы с Диларой уже знакомы, и она такая молодец, ты везде успеваешь. И своя школа английского языка, Wow Speak English. Wow English. Wow English. Обнимаю сердцем в проекте, принимаешь участие в социальных. Сейчас вот с ними вместе ты вот будешь помогаешь уже, да, девушкам, которые находятся в такой критической ситуации. И просто вот к вам троим у меня вопрос. Почему именно такая щепетильная? Это даже не просто проблема, это глобальная проблема нашего общества. Я отвечу, да, на этот вопрос? Вообще, мы, наверное, изначально были такие сердобольные личности. И вот на волне новостей в прошлой осенью, тогда прям такой, наверное, пик активности был, да? Когда были новости о Салтанат были, о Лилиане, о Надежде Амосовой, как раз-таки в честь которой мы сейчас и назвались, да? В памяти Надежды Амосовой создано наше сообщество. И, наверное, вот какой-то это стал такой край, когда мы решили, что нужно что-то делать. И принято было такое решение. Я пишу: Тома, надо что-то с этим делать. Какие молодцы, да. И оказалось, на самом деле, вообще у нас нет такой мысли, что это прям только наше сообщество, и нет вообще привязки к личности. У каждой женщины есть подруга, или с ней, да, непосредственно произошла такая ситуация. И на самом деле тут очень важна реабилитация, чтобы было место, да, куда она придет, где ее не осудят, потому что обычно бывает осуждение и от родственников или от общества, да, в целом. Сталкивается с этим осуждением, и женщина уже не хочет рассказывать, женщина замалчивает, и это, конечно, может привести к трагедии. В итоге, как ситуация Надежды, да, и других девушек. Алены Ананьевой тоже, ситуация, которая в Сунтарах произошла. У меня непосредственно тоже была такая ситуация, но я уже не считаю себя жертвой, я уже вышла из этих отношений и реабилитировалась. Для реабилитации по научным исследованиям женщине требуется не менее 7 месяцев
не менее 7 месяцев, чтобы забыть об этих Это же- отношениях. Мгм. Даже больше, на самом деле. Девочки, которые к нам обращаются, говорят, 3 года назад закончились отношения, но до сих пор я боюсь. Я все время выхожу на улицу и оглядываюсь. То есть было преследование, ну, если было преследование. Вот, и да, Дилара, правда, самая активная наша волонтер. Она в первую неделю, да? Первую неделю написала. Сразу да, отозвалась. сразу да, написала, предложила, такая конкретная, сразу давайте Да. встретимся. Это точно. И да, очень благодарна, на самом деле. Очень много девушек с талантами разными, способностями, которые хотят чем-то заниматься, но вот этот блок стоит, который, ну, возможно, из детства, да, но который усилился во время таких вот отношений абьюзерских. И проект Дилары, он именно помогает раскрыться, помогает выйти из Это колоссальная помощь, скорлупы, да? Да, у вас же. да, вот Да, из скорлупы, да. Вот что касаемо, например, почему я вот именно отозвалась, мне вот прям понравилась ценность этого проекта, потому что там не феминизм вот такой, да, Да. вот, который вот это, а прям такое здоровое, какая-то миссия была у девушек. То, что и ни мужчин, никого там не ущемляют, да, они за здоровые отношения, все вот прям осознанно, такое По-взрослому. по-взрослому, экологично, да, зрелое, а не какое-то там фанатичное феминистическое или что-нибудь. Мгм. Поэтому я тоже вот прям отозвалась. Ну, Варю я позвала, потому что Варя всегда за любой движ. Поэтому... И когда вот человек поддерживает, там цепочка же идет сразу. Мгм. И вот дальше идешь, и вот уже... Это уже... Так когда это было? В ноябре же, да? Да, И вот уже сколько месяцев прошло? 5. 5 только месяцев прошло, и столько работы сделано девушками. Вообще колоссальная работа. На самом деле мы тут просто примкнулись и немножко там вот так делаем. Девушек Поддерживаете. поддерживаем. Да, Это многие же очень девушки важно, из на самом бизнеса деле. даже вот предлагают свою помощь. У нас сообщество, идея нашего сообщества это в том, что любая девушка может прийти, предложить что-нибудь, и мы можем Да, это вот как раз организовать. это, что говорила, да, это не наше что-то личное. собрать людей. А каждый может реализовать В этом свою идея идею была. о помощи. И это вообще было такое удивительное событие, что так быстро нашлись люди, которые видеоролик смогли мы сняли тоже. также по инициативе другого, ну, как девушки. Девушка, у которой есть студия, фотостудия своя, она нам написала, давайте снимем видеоролик. И на самом деле получилось очень классно, да, креативно, очень качественный такой ролик мы сняли. И там тоже было задействовано много волонтеров, визажистов, все безвозмездно оказали свои услуги. Этот декоратор принесла на 50 тысяч, безвозмездно отдала нам все эти цветы живые просто. Поэтому вот на самом деле это сообщество людей, можно сказать, Да, женщин да. именно. И вот, получается, у нас обращались, помогали, консультировали по социальному контракту, да, девушка тоже сама отозвалась. То есть девушка еще одна отозвалась также она бесплатно оказала, ну, как сказать, мастер-класс провела, да, для того, чтобы изготовить изделия. Это же тоже помощь. Да. И вот каждый может нам сейчас так обращаться и помогать, ну, оказывать свою помощь таким вот образом. Да. То есть сейчас, Посильную да, помощь. у нас такая вот очень классная такая получилась Команда собралась. Комьюнити, женская комьюнити, да, комьюнити. да. в плане того, что каждый своими какими-то силами, не обязательно деньгами, да, вот может помогать, оказывать. Сейчас получается, они же все равно все, вот даже девушка, которая цветами, да, там помогла, это вообще как бы у нас нет такого, что мы просим деньги, собираем на этот на все эти декорации и так далее, они сами, вот люди, они настолько вот от них идет такое добро, да, и желание помогать, и все они отзываются и вот делают реальные вещи. И поэтому в этом, наверное, уникальность. Вот всегда отмечаю, да, вот хорошо, что хороших людей больше, Дилара. Спасибо. Вам спасибо. Но все равно же есть, да, вот такие, ну зачем это вам, ну что вы хотите? Они же совсем по другим ракурсам. Вот вы не за феминизм, да? Вы за нормальные, здоровые, хорошие. Я бы не стала обесценивать понятие феминизм,
потому что все-таки феминизм дал нам Борьба за- право голоса. да. Сегодняшние Борьба за права женщины женщин. почему работают наравне с мужчинами, ну, почти наравне? Потому что в свое время феминизм помог всем женщинам, да? Это только в прошлом веке началось. Самореализоваться. Мы не феминистические в том плане, что мы не против мужчин. Спасибо. В плане, наверное, такого Мужчин есть радикальное отношение, Да, вот к да. феминизму. Феминизм. Поэтому мы не хотим ассоциироваться именно с феминизмом только, да? Мы Да. просто Поддерживаете, мы помогаете. история о помощи, мы история о популяризации, об освещении, информировании именно вот здоровых отношений. Все-таки есть, да, те люди, которые вот зачем это вам? Да, Куда вы? Они всегда будут, мне кажется. Вот благодаря По-любому. таким, кстати, да, и Да. все равно вперед идешь и идешь, да? да. И, и мне, и девушкам, мне кажется, нечего доказывать. Как-то, не знаю, оправдываться или Мне кажется, что-либо. больше хороших. Да, больше Да, хороших людей больше. И слава богу. Я вот скажу, что, как я вот работаю с девушками, да, девушки очень комфортные, открытые, с ними вообще очень легко работается. Вообще, очень хорошо. Поэтому те, кто нас слышит, видит и хотят помочь, вообще с удовольствием. Пишите, звоните. Ну, и директ. те, кто хочет обратиться за помощью, Да. тоже. Да. А они куда могут к вам обратиться? В запрещено грамм, да? В социальные сети. Пока так, да. Социальные Да. сети, да. Пока так. С А как? тобой Якутия называется аккаунт. Мгм. Мгм. И обращаются в директ, мы сохраняем строгую анонимность. Я думаю, что за эти месяцы работы мы заработали себе репутацию, что от нас никуда не утекает информация, если что. Мгм. Уже были кейсы, которые мы то есть девушки, которые обращались к нам, чтобы мы собрали деньги на услуги адвоката. Было 3 сбора, и мы успешно заключили соглашение с адвокатами. Сейчас адвокаты очень активно работают по защите прав девушек по уголовным делам. По уголовным и по гражданским делам. Молодцы вообще. И вот такая помощь, да, приходит, и Бог посылает им, тем, кому нужна помощь, таких, как вы. У меня тоже еще и снова вопрос. Статистика печальная. Да. По дайректу. В России, знаете, это общемировая проблема. Давайте с этого начнем, да? И в США, и в любой другой стране есть эта проблема, но отношение к ней другое совсем. В России, во-первых, декриминализировали статью о побоях. Нет наказания уголовного за домашнее насилие. Да? Сейчас это штраф до 30 тысяч рублей, если побои случаются, или арест на 15 суток. Но арест — это очень редкое явление. Через 2 часа агрессор уже в дверях стоит, да? Обычно. Поэтому нужно все-таки стремиться к тому, чтобы не то чтобы даже вот как-то ужесточить наказание, да. Проблема в корне, проблема в том, как государство к этому относится, к этой проблеме. То есть Сегодня должна мы быть как раз, пропаганда недопустимости насилия в семье. Это всегда в развитых странах, если мы хотим себя называть современным обществом, да, мы должны бороться с этой проблемой пропагандой государства и работой общественных организаций. Это всегда коллаборация в развитых современных обществах. А у нас как-то стараются немножко закрыть глаза на это, да, как-то сделать вид, что проблемы нет, не знаю. Такое отношение есть, что это личная проблема женщины, это личная проблема семьи. Ну, вот Казахстан показатель же, да, ведь? Да. Вот сейчас, они да. вот приняли вот закон. Потому что Послушали. если проблема существует, то она в один момент все равно вот на пике будет созревания, да? И она нужно уже на будет пике, на самом деле. Да, и нужно реагировать на это. В первые дни, когда мы Государство открыли должно реагировать. сообщество, у нас было 400 сообщений в первой неделе. Это и все истории женщин, которые пережили насилие домашнее или прямо сейчас находятся в таких отношениях. 400 сообщений. И группу волонтеров тоже мы быстро там создали, да. Но сегодня продолжают каждый день поступать эти истории. Каждый день. Поэтому мы прямо за то, чтобы пропагандировать недопустимость насилия в семье. Это все-таки должен быть вайб, должно быть сообщение жесткое от власти. Да?
Вот сейчас мы буквально на 4 минуты Мгм. переключимся на рекламу и потом продолжим наш разговор. Мгм. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня», и мы говорим о домашнем насилии. Мы продолжим наш разговор, и прям по душам, раз уж мы затронули такую тему. У меня вопрос. Мгм. Я не имею права задавать такого вопроса, но, опять же, нужно задать, чтобы понять, почему не уходят от таких отношений. Ну, Разные проблемы бывают Да. у людей, да? зависимость есть экономическая, да, Мгм. у многих экономическая, Мгм. женщина маленькая, с Финансово маленькими детьми зависит, сидят. кто-то психологически Да. зависит. То есть бывает такое, что девушка, например, в своем муже, партнере видит, как сказать, она растворяется, да? Такое тоже бывает. Это любовь, да? Ну, вот думая любовь. думая, что это любовь, что это вот единственный человек, с которым она может, Мгм. ну, и хочет быть, да, и думает, что если они расстанутся, то как бы, ну, у нее дальше нет никакого продолжения. Ну, есть даже такое вот. Мгм. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что есть у Знаете, человека у нас же психологические у нас проблемы. традиционные Мгм. семейные отношения. Да, плюс это. И у якутов, тем более, Мгм. да, у нас есть понятие, что мужчина — голова семьи. Мгм. Женщина сидит дома. Часто женщина дома засиживается в декрете и становится финансово зависимой. Но мы считаем, главная проблема — это эмоциональная зависимость. Эмоциональная зависимость от мужчины. Ну, плюс финансовая, да. Мгм. И на самом деле очень сложно выйти, потому что из таких отношений, потому что у большинства абьюзеров, агрессоров расстройство личности. Есть расстройство, с которым нужно прямо психологу работать, психотерапевту работать. Они не отпускают женщину. Даже если она прямо вот собирается, она уходит, она длительное время с ним не видится, но он ее прямо догоняет. И Преследовать возвращает, начинает, да, и Исследования, возвращает да, в том обратно. числе. Любыми. Очень много таких ситуаций, когда прямо преследуют женщину, не Мгм. могут отпустить. Держат состояние Поэтому страха. мы также. за то, чтобы нормализовать обращение к психологу, к парному, к парной терапии обращаться, чтобы люди... Всегда есть выбор. И у мужчины есть выбор, и у женщины. У мужчины, так как у него, он физически сильнее, да, он должен всегда помнить, что у него есть выбор, и он может либо уйти из этих отношений, если пока нету детей, и если совсем постоянно вот эти ссоры, да, бесконечные, уйти из этих отношений, либо попытаться с помощью психолога решить вот эти проблемы взаимоотношений. И у той стороны, и у этой стороны всегда есть выбор. Конечно. Но в нашем случае, в вашем случае, тут идет уже, конечно, помощь женщинам, в первую очередь, девушкам, женщинам. Да, потому что женщинам защита требуется. Мгм. Они в беззащитном положении обычно. Поэтому, да, мы направлены именно, наша помощь направлена женщинам. Но в то же время мы бы хотели, чтобы у нас была такая услуга, помощь авторам насилия. Тоже в центральных городах есть прямо такие группы терапевтические для авторов насилия, ну или индивидуальная работа с авторами насилия, которые хотят скорректировать свое поведение. Они осознают, что Да. поведение ненормальное, и нужна помощь тоже специалистов. То есть Если- порой контроль, да, у человека, а он как бы отсутствует не из-за того, что он какой-то вот сформированный такой, как плохой, скажем, человек, а из-за того, что именно у него психологически вот так вот вырос в таком вот В семье виде, было можно так. сказать, В да, в семье. семье. Для Но он него это понимает, нормально, что да. вот этот вот момент, семье. он неправильный, и нужно с этим работать, и он просто не может взять под контроль свою какую-то ярость, да, какую-то вот злобу, и Ну, но это очень работать редкое. готов. И
нужно над этим явление. именно просвещением Да. как-то работать над тем, чтобы мужчины знали, что это не стыдно обращаться к психологу, это не стыдно говорить о своих проблемах. У нас до сих пор, Да, если это вот ты пошел к табуировано психологу, как это будто бы, да? Мгм. Боятся. Там Да. что-то, Это да, вот что-то. психопат, Да, там, допустим, да, да, мужчина. да. Так они к врачам не ходят. На самом деле Да, мужчины да, сами да, же как бы знают, что им нужны психологи, но не обращаются, потому что общество так у нас Терпи, устроено, Да. не что плачь. ты же Ты мужчина. же мальчик. Мгм. Да. Даже с детства же воспитывают, девочек нельзя бить. На самом деле никого нельзя бить, извините меня, да ведь? А тут нас воспитывают, нельзя бить девочек, не плачь как девочка. А почему? А мужчина не должен плакать, что ли? Он же тоже человек. Для У него чего? тоже У него эмоции. тоже слезы есть, Мгм. эмоции. Ну, как-то вот общество у нас Воспитание, такое. да. Мгм. Но очень хорошо, что сейчас у нас есть очень много психологов, на Мгм. самом деле. Для мужчин тоже очень хорошо есть. Я вот лично знаю, что вот Наташа Заблоцкая, например, да, я сегодня ее прям рекламирую. Она вот очень хорошо работает с мужчинами. Прям очень. Я вот лично знаю, что Мгм. 4 И из парная моих знакомых, психотерапия у них, да, Мгм. 4 из моих знакомых мужчин прям к ней обратились, и прям они очень хорошие отзывы о ней. Мгм. Поэтому мужчины Тут же тоже не только бойтесь. про то, прям. чтобы скорректировать Да. там свое поведение, это Да. плохое, да? Мгм. А именно раскрыться, да? Понять Раскрыть себя, чувств, понять наконец-таки. себя, да. Это Мгм. мужчинам тоже нужно. Мы все время говорим, что женщинам только Да. нужно куда-то эмоции там Мгм. вытаскивать. А Это женщины нужно даже, всем. женщины даже с подругой могут обсудить какие-то проблемы. Да. А у мужчин, по-моему, такого нет. Нет. Что они... Нет, они никогда не... И вы Кстати, представляете, они все время внутри себя держат, да? И они имеют только одно мнение внутри себя. Я не должен ныть, да? Там, Да. или Нет, как? тут же, когда начинаешь общаться с другими на эту тему, ты увидишь другие стороны, рассматриваешь проблему с разных сторон. То есть, если ты, например, общаешься даже с подругой, ты потом сама делаешь в итоге анализ, типа, у тебя есть свое мнение, мнение подруги, а потом в итоге какой-то вывод, да? А у него все время в голове одно. И потом, если он обращается уже к специалисту, тогда уже видит как-то решение проблемы, находит. Как-то мы пожалели мужчин. Ну вот, опять же, в этом Ну, моменте... Ага. в этом плане, наверное, не существует вообще, в принципе, плохих людей, просто Мгм, существуют да. нерешенные проблемы, которые Нет, лучше ну бы в момент, решить. когда мужчина поднимает руку, он автоматически становится агрессором, Мгм. и он становится виноватым в этой ситуации. Мгм. Чтобы не становиться виноватым, пожалуйста, давайте обращаться к психологам. Да, и работать Парно, над да, своими эмоциями. да, и работать над своим. И женщине, и мужчине это одинаково полезно. И вот когда вот судебный процесс идет же, вот сейчас, за которым мы сейчас очень смотрим, Мгм. да, в Казахстане суд над Бишимбаевым, и там прокурор очень такие правильные слова сказала в один момент, да, сейчас прокурор же звездой стала, Да. и она задала момент, почему вы ее там не оставили, почему вы не развернулись, не ушли, ну и ночевала бы она там в ресторане. Я так понимаю, все равно мужчины тоже должны понимать, что они физически нас сильнее их. Конечно. Наш там кулачок им в плечо, там, да, как комариный укус, и, простите меня, извините, но их кувалда, кулак, да, допустим, в лицо прилетел, это же практически один удар может лишить жизни. Конечно. Да. И вот нужно, вот опять же, да, если ты ударил, ты уже агрессор, да, действительно, и нужно, может быть, им, опять же, да, обратиться к психологу и понять, что тут нужно просто развернуться и уйти. Женщина там Да. что угодно. Мгм. Просто Однозначно держать и уйти. должна быть нулевая терпимость. И в Нулевая обществе, терпимость. Да, нулевая терпимость к насилию в Ну, семье. это относительно общества, да. Мне всегда очень жалко детей, на самом деле. Да, вот Дети очень сильно страдают. Прямо это же передавать из поколения в поколение вот эту агрессию. И, наверное, вот все-таки на нашем поколении, да, ну или там младше, должно это остановиться. Остановиться. Да, да. И дети прямо не только жертвами, вот как я говорила, становятся, но и не жертвами, то есть не только свидетелями, да, а становятся жертвами прямыми. И от отчимов страдают. Дети от первого брака страдают от отчимов. И отчим им ломал ключицу, там вот эти все истории к нам поступают, да. Вот и сексуализированное насилие тоже, эти истории у нас есть на сегодня. Мы просто не освещаем. Нельзя освещать. Ну, то есть анонимность, да, у нас действует. Вот, поэтому очень жалко детей. Хочется как-то вот ради детей, чтобы мы поменяли отношение к этой проблеме. И вот тут в этом моменте, да, Дилара, нужны психологи, прям целый фронт
работа там непочатый край. Нужно все это разгребать. И, нужно, чтобы человек-то сам осознал, да, и пришел туда. Мы-то как общественные активисты, на самом деле все-таки это проблема государственного масштаба, да. Это должно решать государство, власть, и мы можем содействовать, мы можем дай Бог, стать ресурсом для государства, куда могут обращаться жертвы. Но мы не можем полностью решить эту проблему. Все равно должна быть коллаборация. Коллаборация должна быть. А вот этот ваш проект, когда будут результаты известны? Результаты конкурса в конце июня, да. Сейчас еще гранты Илдархана идут, прием заявок идет. Мы тоже готовим заявку. И надеемся на поддержку. Здесь хочу добавить, по поводу вот этих вот создания сообщества. Мы думали изначально, что существует уже в Якутске, в Якутии такое вот какое-то место, куда можно обращаться. И действительно есть психологический центр государственный. Но, как оказалось, мы с ними встречались, и, как оказалось, они работают больше с детьми, с подростками, да. И как-то тут, получается, женщины, пострадавшие от домашнего насилия, они как бы остаются без места, куда они могут обратиться. А у нас твердое было убеждение, что такое место есть. Просто мы с этим не сталкивались, поэтому мы этого не знаем. И вообще вот это, наверное, какое-то обращение к молодому поколению хотелось бы сказать, то, что нужно проявлять инициативу. То есть не нужно думать, наверное, вот это есть, вот это вот существует, проблема решается кем-то другим. Каждый может, то есть взять и начать работать, да, наверное, и помогать своими силами. Потому что здесь как-то мы сходим в своем мире, все равно ограниченно, и думаем, что там все решается кем-то. Лучше брать свое дело. Вот как прекрасно в один вечер, вы сидели, и потом последняя капля была, и вы решили объединиться и идти вперед. И плюс к вам люди так активно подключаются, чтобы вам помочь и помочь этим девушкам. И многие нам писали, что у них тоже были такие мысли. То есть, если бы, наверное, не мы, то и другие это бы сделали, конечно. Но ждать, сидеть тоже, пока кто-то сделает, тоже не вариант. Надо брать на себя инициативу. И нужно, наверное... Такие, как вы, нужны. Вот нужно, чтобы не только какие-то единицы, а все принимали участие. То есть каждый знал, что я имею силу. И за мной целая группа людей, которые меня поддержат, которые меня не оставят, которые меня не осудят. Мы же в первую очередь боимся того, что родственники скажут, что мама с папой скажут. Надо жить так, как ты хочешь жить. И спасибо, вам большое, что вы такую работу... за первую неделю 400 сообщений. Для меня это пугающая цифра. Это значит, столько людей у нас практически сидят и молчат, и просто некому им помочь, да? И тот, кто узнал и написал. И даже те, кто не знает, их, наверное, больше, да, ведь? Да, мы еще не охватили отдаленные районы. Думаю, из районов тоже пишут, но это ближайшие. Вот Заречье, Вилюйская группа. Центральная группа районов. Центральная группа районов. А что происходит еще в отдаленных поселениях, неизвестно. Вот тогда сейчас вы сейчас с вашим проектом практически уже работаете и все реализовываете. Для жертвы, не будем говорить для жертвы, а будем говорить, девушка, которая попала в такую ситуацию, которой нужно вот прям бежать, она пишет к вам сообщение. После этого какие вот первые шаги, допустим, помощи? Мы целый механизм выработали помощи. На 3 категории разделили заявки. Первая категория — это заявка, если сейчас нужна помощь. Прямо вот нужно куда-то уходить. Прямо в опасности находишься, да. Пишут к нам, и мы сразу решаем либо убежище найти, да? Волонтеров спрашиваем машину, кто может приехать за ней, прямо вот так. Если это срочная заявка называется. Вторая категория — это девушка, которая находится в относительной безопасности. То есть она может быть в отношениях, да, и эти побои происходят регулярно, там, систематически. Но сегодня она вот может как-то спокойно с нами поговорить, распланировать свой побег
и, не побег, а вообще распланировать выход из этих отношений. Мы ее записываем к психологу. Первую категорию тоже мы записываем к психологу, к юристу на консультацию сразу. И вторую категорию девушек тоже к психологу. С психологом обычно они выстраивают план. С юристом тоже по судебным делам тоже юрист консультирует, какие действия нужно предпринять. И третья категория – это девушки, которые вышли более чем 6-7 месяцев назад из отношений, но им нужна реабилитация. Для таких девушек у нас есть группа поддержки. Создана группа поддержки, где они делятся своими историями, могут получить слова поддержки от других девушек, да. И больше всего у нас в категории второй заявок. По первой категории у нас практически нет заявок. Была там парочка только, да, но почему? Потому что, наверное, не знают о нас вообще, и, возможно, они находятся в таком состоянии, просто... Почему? В первой категории были заявки? Не так много. В начале же были заявки. Вот, и просто по второй категории сравнительно такая волна. Поэтому вот нужно о том, чтобы знали больше людей, чтобы куда обращаться, и для этого, наверное, нам нужно вот как бы распространять эту информацию о том, что есть такое место. Более 80 заявок мы сегодня отработали с психологами и с юристами. 80. Это буквально когда вы начали работу? В январе. В ноябре. 5 месяцев. Уже 80. 80 заявок. Это значит, что проблема Вот смотрите, острая. да, а если бы вы не появились, вот эти вот 80 девушек сидели бы и страдали. Вот, психологи нам требуются, юристы требуются, волонтеры. Тоже обращаемся, если есть желание. Да, сейчас у нас активно активно работают 2 психолога. 2 психолога, да. Ольга Степанова и Любовь Васильева. Они с самого начала запуска проекта работают уже. Очень многих девушек приняли. 1-2 консультации бесплатно у них. Как волонтеры просто помогают. Помогают, да. Это хорошо, да, столько, Дилара вот тоже в их числе, столько добрых людей просто отзываются, чтобы помочь. Да, отзываются. Не знаю, я считаю, что это все равно как бы очень большая цифра для людей. Это все равно же занимает время. Это занимает как-то рабочее время отнимает, да. Поэтому хотелось бы все равно как-то начать уже оплачивать услуги психологов, юристов. Да, вознаграждать за работу. Я хотела узнать про тхэквондо. Тоже же, да, вот это тот момент, когда женщину, девушку можно научить самозащите. Самообороне, да? И вот этот проект еще будет по самообороне. Мы пока что с Варей вот эту тему пока что вот отложили. Но в будущем все равно это будет. И сейчас мы вот работаем, как я уже говорила, над проектом «Создавать свой бизнес». Вначале я думала, что таких женщин будет мало. Вообще мало. Оказывается, очень много заявок поступило, и мы, если честно, были в шоке. Мы не были готовы к этому. Мы думали, что там 5-4 девушек будет. А сейчас мы прям радуемся, что 17-15 стабильно ходят, пишут и вот учатся у нас. А вот тхэквондо по самообороне, обязательно будет. Это уже отдельно нужно поговорить уже с Фарей. Это уже другое более. Мне кажется, в этом тоже. Да, обязательно. Спасибо вам огромное, что пришли и поговорили с нами что пригласили. На такую тему. Ты не одна. Якутия с тобой. Вот за этим движением стоит пойти тем, кто нуждается в помощи. Спасибо большое, что были с нами. До скорых встреч.